Кто будет лучше всех следить за порядком в селе, если не сами жители? Общественность сельского поселения Яндари активно выступает за здоровый образ жизни, против наркотиков и алкоголя. Причем неравнодушная молодежь проявляет свое негативное отношение к наркотикам и тем, кто их употребляет, не на словах, а на деле. Каждый вечер участники добровольной народной дружины из числа местных жителей в буквальном смысле патрулируют улицы родного села. О первых результатах их деятельности расскажет Зарема Ивлоева. Общественные советы и народные дружины почти во всех населенных пунктах республики существуют давно, но до сих пор работа их ограничивалась легким контролем за общественным порядком и велась довольно слабо. Настоящим импульсом для общественников стала смерть от передозировки 30-летнего жителя сельского поселения Яндари. По словам сельчан, 3 молодых людей нашли в лесу без сознания. 2 врачи успели откачать, Даурбекова же спасти не удалось. Если мы всем селом, районом, республика не станем против этого зла, буквально в ближайшие годы мы можем получить нелицеприятную картину, связанную с распространением и употреблением психотропного вещества. Общественность взбунтовалась и решила искоренить наркопроблему. Немедленно был организован сход жителей, где собрались представители власти, местные депутаты, общественники и имам. Здесь же было принято решение о ежедневном патрулировании улиц ребятами из добровольной народной дружины. Молодые люди останавливают подозрительные машины и в случае подтверждения подозрений вызывают участковых, которые иногда просто отказываются приезжать по их просьбе. Было обговорено, чтобы и в данном случае в мечети имам огласил силу общественности, чтобы люди относились к этому с пониманием, что мы вышли на эту работу, так сказать, на эту деятельность только с благими намерениями. Никак не для того, чтобы задеть там честь, достоинства чего-либо. Просто из-за переживания сложившейся ситуации на нашем селе. Итак, по результатам 2-недельных рейдов 1 человек, распространявший наркотические средства, задержан. Еще 1 наркоторговец был выдворен из села. Молодой человек не являлся коренным жителем Яндари. Людей собрали, и его пригласили, его братьев пригласили, которые там торговал. И обсуждали вот этот вопрос, решили, что этому человеку было предложено уехать с села. Раз ты не живешь, тоже где-то снимает, а ты, извини, тебе придется покинуть наше село. Он, никаких проблем, я уеду, он уехал. Активисты собирают информацию и видеоматериал по наркоторговцам, которые далее передают соответствующие органы. Вот очередная скрытая съемка, на которой, по словам авторов, происходит продажа наркотических средств. В Яндари ребят, готовых вступить в ряды дружинников, почти 4 десятка. Все они болеют душой за родное село и молодежь. Один из таких активистов – Ильяс Часыгов. В свои 29 молодой человек является директором местного ФОКа, а также ведет непрерывную общественную работу. В этом оздоровительном комплексе занимается около 600 ребят. Спорт должен победить наркотики, уверен Ильяс. Но сначала нужно разоблачить наркоторговцев, добавляет дружинник. Кластер машина шел ладом будет шел на камера шел тикбисен ди сагадият тежеште астренцидия зендела шбарт бякишна сани уюртер сааж мадивي $11 ده حم سناركوتيكش ده طبعا молодежь совета وقت خيدا قوات يعني что барт бяарден с 7 даже вечера уже дадут так ходина хахош кметали. Общественники подготовили письмо на имя министра внутренних дел по Ингушетии Дмитрия Кава с просьбой направить в Яндари наряд сотрудников полиции для обеспечения совместного патрулирования села. Местные жители уверены, что вместе с представителями закона работа по выявлению наркоманов и наркодилеров будет еще эффективнее. Зарема Ивлоева, Майрбек Мержоев, Новости 24.